هذا بلدي، هذه أزال، هذه صنعاء القديمة. In 2011 started revolution. В 2011 году в Йемене началась революция, которая переросла в гражданскую войну. Положение там все больше ухудшалось. Каждую ночь мы слышали бомбежки. Ты слышишь, как эти бомбы взрываются рядом с тобой, и единственная мысль, которая посещает твою голову, что скоро настанет и твоя очередь. В апреле 2015 года представители посольства России в Йемене сообщили нам, что по поручению президента России Владимира Путина будут подготовлены самолеты, которые эвакуируют из страны желающих. На один из таких самолетов удалось попасть и нам. Прилетев в Москву, мы сразу же уехали в Дагестан. Там живут родственники моей мамы. У них мы и поселились. Мы прожили там около 4-5 месяцев, и они были бы не против, решим мы остаться там еще. Но это не решение проблемы, и так не могло продолжаться. Это очень сложно начинать все с нуля, когда ты в таком новом обществе, в новой системе, и ты не знаешь, с чего нужно начинать. Я не знаю, что говорить. Только Всевышнему Аллаху ведомо, что происходит с нами и что должно произойти. До войны мы жили, как и все. Простая жизнь, простая семья. Отец инженер, мама домохозяйка. И одна общая основная цель — это учеба. Я очень горжусь своей мамой, потому что именно она стала тем человеком, который помогал мне на моем жизненном пути. Она говорила, что без знаний мы никто, поэтому всегда старалась дать нам образование, чтобы мы закончили учебу. Но война все изменила и многое решила за нас. Мне пришлось оставить все, оставить учебу, и я даже не могу передать вам словами, насколько это сложно для меня. Я поехала в Москву в надежде на то, что смогу найти себе работу. Думала, что у меня это получится. Предварительно я сделала несколько звонков и поехала уже с договоренностью на собеседование. Но, к сожалению, по неизвестной мне причине в работе мне отказали. За тот короткий период времени, что я там провела, у меня очень быстро закончились деньги. Как мы знаем, жизнь в Москве не дешевая, особенно если у тебя там нет знакомых. Ты не знаешь, куда тебе идти и что делать в этом огромном городе. В конечном итоге я просто пришла на автостанцию, откуда уходят автобусы в Дагестан. К тому моменту у меня уже не было сил. Я просто бросила сумки и расплакалась. Тогда ко мне подошла женщина и начала спрашивать, что случилось. А я плакала и даже не была в состоянии ответить на вопрос. Тогда она просто взяла меня за руку и сказала: «Не бойся, я помогу тебе». Я очень сильный духом человек, я всегда старалась смотреть на жизнь с позитивом, но в тот момент у меня в действительности ничего не было. Я даже не могла попасть домой, потому что у меня не было денег на автобус.
Но эта женщина оказалась хозяйкой этого автобуса, и она мне очень сильно помогла. Ее звали Джамиля, и она очень светлый и добрый человек. Она поддержала меня в такой сложный для меня момент. Я никогда не смогу должным образом отблагодарить ее за это. Когда я села в автобус, там были еще 2 женщины. Они были из Чеченской Республики. Я рассказала им свою историю о том, как попала в Россию, как искала работу в Москве и как потерпела неудачу. Все это время я, не переставая, плакала. Они подбадривали меня и говорили: ты обязательно найдешь работу. А потом одна из них предложила поехать в Чеченскую Республику и попробовать устроиться на работу там. Я подумала и решила для себя, чем возвращаться домой с пустыми руками, может мне все-таки рискнуть. Когда ты в новой для себя стране пытаешься начать жизнь с чистого листа, это очень сложно. Но я знаю одно, это для меня испытание от Аллаха. Он ведет меня тем путем, которым я должна идти. Я чувствую это в каждом своем шаге, что хорошо, а что плохо для меня, что правильно, а что нет. Это мой экзамен. Мы все мусульмане знаем, что есть и другой мир, предшествовать которому будет судный день. Так я попала в Чечню. Одна из пассажирок автобуса, Таус, забрала меня к себе. Таус замечательный человек, с очень-очень добрым сердцем. Я в гостях у нее уже 2-й месяц, и она относится ко мне как к родной дочке. Она поддерживает меня и не дает унывать. Я не могу сказать просто спасибо. Этого недостаточно, но я всегда своих дуа прошу у Всевышнего для них благое, чтобы у них все было хорошо. Здесь я нашла для себя только хороших людей, и для меня это подарок от Аллаха. Несмотря ни на что, они меня приютили. В своей маленькой квартире их живет 5 человек, и я 6-я. Они не имеют возможности должным образом помогать самим себе, но вопреки этому все же приняли меня в свою семью и оказали помощь. Таус живет со своей дочерью и 3 внуками, один из которых инвалид. И все же она приняла меня с легкостью. Пусть Всевышний Аллах примет все ее намерения и воздаст ей награды за это. У нее очень хорошая душа и доброе сердце, и она любит помогать людям. Она такая только одна. Она очень человечная, и почему она решила помогать, знает только она. Когда она рассказывала про себя, и у меня тоже потекли слезы. Правда, мы тоже эту войну видели, поэтому мне ее так жалко стало. Вот так я забрала ее с собой и привезла домой. Почему вы решили ей помочь? Мне даже трудно говорить об этом. Ну, я думала, вот, ей трудно, она не может как-то устроиться. Я по себе все это знаю, потому что я в жизни видела много трудностей. И подумала, что как смогу, я ей помогу, потому что ведь мы все люди, одним Аллахом созданы, поэтому помочь ей – это мой долг перед Аллахом.
Сейчас я в Чечне стараюсь найти работу. По приезду мы с Таус сразу же нашли муфтият. Там я рассказала о своей проблеме, и мне обещали помочь. Когда мы вышли из здания муфтията, буквально через 10 минут мне позвонили и пригласили пройти собеседование в школе шейха Дени Арсанова. Я встретилась с директором этой школы, и в первую же нашу встречу он дал мне 5000 рублей. Я удивилась очень и подумала, что это, за что? Ведь я еще ничего не сделала даже. Я подумала, может, когда я начну работать, это вычтут из моей зарплаты. И начала отказываться. Говорить, что нет, я не возьму этих денег. Но он настоял и сказал, что это не связано с работой, а просто его подарок мне. Он пообещал помочь мне с трудоустройством. И сейчас у меня в планах получить работу и найти себе жилье. Я знаю, что Таус будет только рада, если я останусь жить у нее, но я не могу злоупотреблять ее гостеприимством. Так мне своих проблем не решить. Сейчас я переживаю только за работу, место жительства. Когда эти вопросы будут решены, все остальное потихонечку нормализуется. Я верю, что Аллах направит меня по верному пути. Я помню, что раньше, когда я была маленькой, я слышала про Чеченскую республику. Говорили, что там идет война, и люди в очень плохом положении. Но когда я приехала в Россию, то услышала, как люди говорят про Чечню, что нынешний руководитель региона очень хороший, и он восстановил республику после войны. И теперь она похожа на Дубай. Это на самом деле очень красивая республика. И приехав сюда, я убедилась в этом, увидев все своими глазами. Хорошая республика, хороший руководитель, очень хорошие люди, добрый, очень добрый. Я даже была в шоке. До приезда в Чечню мне казалось, что добрых людей просто не осталось. Но приехав сюда, я поняла, что они есть. О чем ты мечтаешь? I'm sorry. It's really hard question. Это очень сложный для меня вопрос. I don't know. Я не знаю. Я не знаю. I used to have plans, У меня были планы, были цели, мечты. dreaming a lot. But it's like Ну а my сейчас я решила для себя, что я больше не буду планировать свою жизнь. I just decided no plans Буду жить anymore. моментами и короткими планами. И сейчас я просто мечтаю найти работу и просто жить. Living the moment, I just woke up. Я проснулась и поняла, что это реальная жизнь, и я должна жить с этим. Все. That's it.